We were young, we were always on the run. From the streets we grew up. Представляем вашему вниманию воздушный поршневой масляный компрессор Cecata серии Blue Line. Итальянский компрессор. Он у нас 2006 года, слава богу, уже работал 12 лет. За эти 12 лет мы его ремонтировали 2 раза. Причина одна и та же. Перемотка двигателя. Что случилось первый раз? Здесь двигатель на 1,5 киловатта, а напряжение у нас было в сети на даче где-то 180-200 вольт. И при включении, когда он был пустой компрессор, без давления, он включался еще более-менее нормально. Но как только он отключался, либо давление подходило к предельному, к 8 атмосферам, ему было тяжело, и он, к сожалению, из-за этих перепадов когда-то взял и сгорел. Отнесли мастеру по перемотке двигателей. Он сказал, вам проще купить новый компрессор, чем мотать этот двигатель. Но мы его уговорили, и так как компрессор был итальянский, покупали мы его за 200 с чем-то долларов, отдали за перемотку долларов 50 на тот момент, и он нам перемотал. Проработал он прекрасно 3 года, тем более, что и ребята, я давал компрессором попользоваться знакомым, они красили автомобиль и различные другие работы, и мы постоянно на даче пользовались им. Но в один прекрасный момент летом, для того, чтобы было давление воздуха получше красить, я подкрутил ему редуктор, и он, бедняга, стал работать бесперебойно. Нагрелся, и случилось опять непоправимое. Сгорел двигатель. Сейчас мы забрали двигатель с ремонтом, снова его перемотали, уже было дешевле, мы нашли контору за 40 долларов. И что удивительно, родной двигатель, он был, обмотки у него алюминиевые, как будто бы сделаны были они в Китае. Говорят, китайские компрессоры в основном алюминиевые обмотки. Сейчас уже обмотки медные. И мы сейчас это все прекрасно увидим. Снимаем кожу этого компрессора в стороночку. Вот у него такой поролоновый воздушный фильтр. Обычный воздушный фильтр. Трубочка нагнетателя. Вот такая головка блока. Это нагнетающая камера, это подающая камера. Она была очень грязная. Я когда снял, все керхером промыл. Под большим давлением. Мойкой высокого давления грязевой щеткой. Затем у него чугунный цилиндр. Достаточно качественно сделаны клапана. Нагнетающие и подающие. Массивная. Выработки практически никакой. Конечно, какая-то есть за 12 лет, но сильно так вот я не чувствую пальцем, допустим, как в автомобильных цилиндрах такого вот не чувствуется. Вот этот. Вот его родной поршень. Компрессионные 2 кольца и маслосъемные. Никаких люфтов. Ничего нету. Поршень не поршень. Снизу у него были такие выступы, которые, один почему-то либо обломался при демонтаже, либо его не было. Которые, скорее всего, нужны для того, чтобы разбрызгивать масло, которое залито в картер. Вот такой цилиндрик. Все честь по чести. Поршенек здесь. Ну и сам двигатель. Крепится они, двигатель, к основанию вот такими шурупами, шестигранной головкой. Не знаю, почему они не поставили сюда винты. Ну, поставили и поставили. Так, хорошо. И вот сам двигатель. Опа-на. Снимаем. Вот там видно у него шатун. Коленвал. Видно коленвал. Вращается, прямой привод у него. Масляный там поддончик такой. Пробка для слива масла
Масло мы заливали сюда полусинтетику и сильно не переживали. Ну вот и видно обмотки. Сейчас они все медные. Что мы здесь чуть-чуть усовершенствовали, это то, что вот здесь нарезали резьбу в валу, чтобы прижать крыльчатку. Последний раз двигатель так нагрелся, что шлицы, на которые была надета пластмассовая крыльчатка, они оплавились, вал вращался, крыльчатка стояла на месте. То есть она эффективно не охлаждала, к сожалению, двигатель. И он, бедняга, перегрелся. Хотя у него были медные обмотки, и тут термозащита стоит. Но не повезло, и сгорел. Вращая пальцем, рукой вот вал приводной, в одном месте у нас получается какое-то усилие. Вот в одном месте. Сейчас мы посмотрим, может, подшипники. Надо будет снять нам крыльчатку и снять заднюю крышку и посмотреть. Заодно посмотрим качество изготовления статора. Вот обмотка статора. Так все выглядит очень цивильно. Все четко, залито лаком. Медные проводки. Внешне первая обмотка тоже была такая желтая. Там были алюминиевые провода. Они были более толстые, тоже были залиты лаком. И казалось, что они вот медные. На самом деле были алюминиевые. Что мы обнаружили дальше здесь? Во-первых, мастера, которые делали нам этот двигатель, обмотки статора, сказали, что поменяли все подшипники и все остальное. На самом деле подшипники остались прежние. Еще задний подшипник. Люфт есть небольшой. То передний, вот что делается. То есть там уже разбиты они. И надо менять. Обязательно. Не будем же мы ставить на свой любимый компрессор вот с таким подшипником. По остальному металлу никаких нареканий нету. Видно, что вещь качественная. Ребра охлаждения, само все исполнение. То есть все вызывает только доверие. Должно работать. Теперь мы снимем переднюю крышечку и попробуем снять этот вал. Сняли переднюю крышку. Смотрим. Вот здесь четко видно люфт. О, болтается. Нужно менять. Здесь болт под шестигранник. Мы пытались открутить. К сожалению, не получило нас своими силами. Повезем в мастерскую. Пусть бы нам открутили и поменяют передний подшипник.